Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о гибели пенсионера под колесами байка. Мимо пролетали два мотоцикла, получается, на приличной скорости. Мужчина переходил дорогу на красный свет. Пожилого велосипедиста сбил водитель внедорожника. Я уже подошел сразу к нему, но уже никаких признаков жизни не было. 73-летний мужчина скончался на месте. А также, что сказал подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки. Избрать в отношении подозреваемого Елизарова Олега Валентиновича меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему избрали меру пресечения. Это и не только прямо сейчас. 67-летний мужчина погиб под колесами мотоцикла на проспекте Победы. Трагедия произошла в 9 часов вечера. Байкер на высокой скорости сбил человека, который шел по пешеходному переходу. Дорогу, по предварительным данным, он переходил на красный свет. Через несколько метров мотоцикл врезался в ограждение и упал на дорогу. 32-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. С места трагедии репортаж Нафисы Минязовой. На место происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели отключили аккумулятор мотоцикла, чтобы он не вспыхнул. Однако, по словам очевидцев, дольше всех ехали врачи. Как сообщили очевидцы, еще до приезда медиков мужчина был жив. И все надеялись на то, что врачи смогут ему оказать помощь. Однако она ему не понадобилась, и он скончался на месте происшествия. 67-летний мужчина погиб, так и не придя в сознание. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. А вот 32-летнего байкера госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. У него диагностировали сотрясение головного мозга и перелом ребер. Тем временем очевидцы рассказали, как произошла эта трагедия. Мимо пролетали два мотоцикла, получается, на приличной скорости. Единственное, не видели, на какой этот сигнал светофора выходил пешеход. Ну и все, на пешеходке он его снес, и они оба отлетели. Мужчину от удара подбросило вверх, и он рухнул на асфальт. Байкер проехал еще несколько десятков метров и остановился, лишь врезавшись в ограждение. После произошедшего он даже пытался встать, но сделать этого ему не дали очевидцы. Сейчас автоинспекторы ищут очевидцев этого происшествия. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Однако ответственности с байкера это не снимает. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». А в поселке Борисоглебское сегодня утром под колесами внедорожника погиб 73-летний велосипедист. Его на улице Шоссейная сбил Nissan X-Trail. Они двигались в одну сторону. Пенсионер ехал по обочине, но по неизвестной пока причине неожиданно оказался прямо перед автомобилем. Подробности у Алии Хайрудиновой. Я уже подошел сразу к нему, но уже никаких признаков жизни не было. Водитель Ниссана рассказывает, что сразу после наезда он вызвал на место бригаду медиков. Впрочем, их помощь пострадавшему уже не понадобилась. 73-летний велосипедист получил многочисленные травмы и скончался еще до приезда врачей. Получается, передо мной, я не знаю, то ли он объезжал что-то, либо его мотнуло, и он передо мной прям выскочил. Я уж и посередине ехал, но все равно не получилось. Внедорожник и велосипедист ехали в одну сторону. Последний двигался по обочине, но по какой-то причине выехал на перерез иномарки. Остановиться водитель Ниссана не успел. Пожилой мужчина ударился о капот и лобовое стекло автомобиля, а его велосипед откинуло в кусты. Иномарку с места происшествия увез эвакуатор. Вероятно, по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Степень вины автомобилиста еще только предстоит установить. Предварительно установлено, что мужчина, управлявший легковушкой, находился в трезвом состоянии. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Невнимательность водителя арендованной «Лады Гранта» привела к столкновению с мотоциклистом. Как рассказал предполагаемый виновник аварии, он ехал по односторонней дороге улицы Большая Красная. Хотел повернуть налево на Лобачевского, но не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с байком, который на высокой скорости ехал по крайней левой полосе. Юлия Муратова продолжит. Хотел налево повернуть со среднего ряда. Заметил мотоциклиста и объехал. Вину свою молодой человек отрицать не стал. 18-летний водитель арендованной «Лады» рассказал, как произошла авария, и признался, рад тому, что байкер не пострадал. Он также не скрывал радости от того, что платить за ремонт искореженных транспортных средств, вероятнее всего, будет платить не он. Что сейчас грозит за это? Штраф. Автомобиль не мой, каршеринг. Восстанавливать кто будет в эти машины? Страховка. Мотоцикл после аварии передвигаться сам уже не мог. Свой путь он продолжил на эвакуаторе. Автомобиль покинул место происшествия своим ходом. Кто и как будет покрывать убытки, станет известно после выяснения всех обстоятельств происшествия. Юлия Муратова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».
Hyundai Sonata и Соболь столкнулись на перекрестке улиц Гаврилова и Адорадского. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса не пропустил легковушку, которая являлась для него помехой справа. После столкновения иномарка вылетела с дороги, вырвав из земли металлическое ограждение. Мнение участников аварии узнал Ленар Гинатуллин. Он меня как бы не пропустил, он дал по газам наоборот. И мне в бочину въехал. Водитель иномарки во всем винит второго участника аварии. Говорит, что тот по правилам дорожного движения должен был его пропустить, но делать этого не стал. Соболь протаранил Hyundai Sonata, после чего иномарку отбросило в ограждение. Легковушка пробила забор и вырвала металлическую конструкцию из земли. Водитель Соболя виновным в происшествии себя не считает и рассказал, почему. Я считаю, не зеленый ехал. Ну, тут просто КамАЗ навстречку вылетел и все. Я рванулся вправо, потом посмотрел, вроде моргающий. Все, и я начал поворачивать. Ни с того, ни с сего. Удар. Однако водитель иномарки же уверен, что никакого КамАЗа не было. Уверяет, что момент аварии зафиксировал видеорегистратор, установленный в его автомобиле. Но водитель Соболя уверен, что эти записи ему только помогут. Как думаете, кто будет виноват? Не знаю. Говорят, регистратор есть. ГАИ посмотрит, увидит. Теперь виновника аварии предстоит определить сотрудникам автоинспекции. Ленар Гинатуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Протаранил автомобили, стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора. Затем пытался скрыться с места происшествия. Нетрезвого автолюбителя задержали водители пострадавших автомобилей на улице Рихарда Зорге. Они рассказали, что водитель Нивы въехал сначала в Ford Focus, который отбросило вперед на Volkswagen Polo. Виновник, пытаясь скрыться от ответственности, протаранил задним ходом еще и BMW. Рамиль Шайдуллин узнал, что таким образом он отмечал свой 29-й день рождения. Нива хотела смотаться, скажем так. Дала задним ходом и ударила БМВ. Водители пострадавших автомобилей рассказали, что Нива сначала протаранила Ford Focus. Иномарку от удара отбросила вперед на автомобиль такси. Водитель внедорожника в попытке скрыться с места решил сдать назад, но задним ходом врезался в БМВ. Пьяным, видать, может, замешгался, в шоке какой-то, не понимал просто и решил смотаться. Ну и после этого 29-летний водитель Нивы не оставлял попыток скрыться с места аварии, но сделать этого ему не дали. Подъезжали другие автолюбители, схватили его и не отпускали. Сразу вытащили ключи, держали его. До приезда автоинспекторов мужчину удерживали очевидцы происшествия и водители пострадавших автомобилей. Уже тогда они заметили, что от него исходил резкий запах алкоголя. Им же он и признался, что отмечал день своего рождения. Водителю Нивы исполнилось 29 лет. Вероятнее всего, этот день рождения станет для него одним из самых запоминающихся. Алкотестер показал, что у мужчины больше 0,8 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха при допустимых 16 сотых. Теперь ему грозит лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Ущерб пострадавшим автомобилистам должны выплатить страховая компания. Но с большой вероятностью эту сумму она потом через суд будет требовать у водителя Нивы. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Новосавиновский районный суд Казани избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки. Фигурант уголовного дела 48-летний Олег Елизаров. Как считает следствие, мужчина, оставшись наедине с ребенком, нанес пострадавшей смертельные травмы, после чего скрылся с места происшествия. Айрат Назипов поговорил с предполагаемым злоумышленником. А почему вы вообще решили таким образом успокаивать ребенка? Единственное, что сказал журналистам подозреваемый, это слова раскаяния. Но после совета адвоката в общении с прессой решил взять так называемый обет молчания. Известно, что 48-летний Олег Елизаров уже был судим за покушение на убийство и провел за решеткой 5 лет. Из мест лишения свободы освободился условно-досрочно в 2010 году. С тех пор мужчина не привлекался к уголовной ответственности. До задержания работал водителем городского автобуса, не имея при этом постоянного места жительства. 5 августа он пришел в гости к своей знакомой. Она живет на улице Нурихана Фатаха. Женщина отлучился в магазин, попросив его посидеть с девочкой. В какой-то момент ребенок стал капризничать, и мужчина сбил его. Вернувшись назад, мать, увидев побои на теле девочки, за медицинской помощью не обратилась, в результате чего спустя несколько часов ребенок скончался. 9-месячная девочка спустя несколько часов скончалась, как определили судмедэксперты, от полученной черепно-мозговой травмы. Олег Елизаров же с места происшествия скрылся. Его задержали спустя сутки. В отношении него возбудили уголовное дело. Сегодня следствие попросило суд заключить мужчину под стражу. Сам он был не против. Хотя его адвокат просил о более мягкой мере пресечения, заявив, что мужчина во всем сознался. Избрать в отношении подозреваемого Елизарова Олега Валентиновича меру пресечения в виде заключения под стражу
на 1 месяц 29 суток, то есть до 6 октября 2019 года, исчисляя срок со дня задержания с 7 августа 2019 года. Статья «Убийство малолетней» предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.